Приветствую всех, друзья. Это формат Nocta Forum, где мы обсуждаем важные проблемы и вопросы, и темы, волнующие наше сообщество и страну в целом. В этом сезоне Nocta Forum посвящен вопросам европейской интеграции. В каждой передаче, которую мы проводим в этом сезоне Nocta Forum, мы поднимаем различные аспекты, связанные с европейской интеграцией. До этого, как вы помните, мы поднимали вопросы, связанные с образованием, экономикой, правами национальных меньшинств, как процесс европейской интеграции и сближения с Европейским Союзом отразится на этих областях жизнедеятельности в Республике Молдова. Сегодня мы предлагаем, или я предлагаю обсудить вопрос, связанный с гагаузской автономией. Как процесс европейской интеграции Республики Молдова коснется особого правового статуса гагаузской автономии. К сожалению, в Гагаузии мало кто задается этим вопросом, хотя статус автономии достаточно широкий, закреплен в законе об особом правовом статусе 1994 года и частично закреплен в Конституции Республики Молдова. И важно об этом поговорить и выяснить, да, то есть процесс европейской интеграции укрепит статус, ослабит этот статус, даст дополнительные гарантии или, может быть, лишит Гагаузию этих гарантий. Да? Вот об этом я предлагаю сегодня поговорить. Как обычно в этом формате мы говорим с экспертами в студии и со зрителями, рядовыми гражданами и не очень рядовыми гражданами, да, которым не безразлична жизнь Республики Молдова и в данном случае жизнь автономии. Формат следующий. Да? Сначала выступают эксперты по 5 минут максимум, да? После чего мы переходим к зрителям, которые могут тоже участвовать в дискуссии, задавать вопросы или комментировать то, что они услышали в студии. Но перед тем, как приступить к дискуссиям, да, мы покажем небольшой ролик, который, вернее, не ролик, а Vox, репортаж, который сделала наша коллега Влада Вершинина на улице города Камрата, где она спросила прохожих, как они относятся к процессу европейской интеграции и считают ли они, как они считают, повлияет процесс европейской интеграции на статус Гагаузии. Вот примерно такой формат, но перед тем, как приступить, я, конечно же, представлю наших гостей, наших экспертов. Да, у нас в студии Алексей Тулбры, политический комментатор. Алексей, приветствую вас, добро пожаловать. У нас в студии Татьяна Кожакаров, социолог, эксперт по внешней политике Российской Федерации и сообщества Watchdog. Добрый вечер. Добрый вечер, добро пожаловать. Здесь не зря мы пригласили эксперта, связанного с политикой Российской Федерации, да, то есть по отношению к Республике Молдова. У нас в студии Игорь Инак, доктор права, председатель ассоциации «Выбор и альтернатива для Гагаузии». Игорь, приветствую вас. Добрый день. Добро пожаловать. И у нас среди зрителей достаточно известные в Гагаузии люди, которые появляются в том числе у нас на страницах Nocta, о которых мы пишем, которым не безразлична судьба автономии. Ну, они представят сами себя, когда будут говорить, задавать вопросы или вступать в дискуссию. Как я и сказал, давайте посмотрим перед началом ролик. Это тоже такой, знаете, способ вовлечь большее количество людей в обсуждение непосредственно темы. Давайте посмотрим, что думают люди относительно процесса европейской интеграции и как это отразится на статусе Гагаузии. Скажите, пожалуйста, как думаете, Гагаузия сейчас сталкивается с какими-нибудь сложностями или вызовами? Ну, сложности всегда есть, как бы. И вызов тоже, наверное, есть, да. Нехватка рабочих мест, это в первую очередь. Заработные платы не соответствуют потребностям на молодежи. Ну вот как это, наверное, самое болезненное, что есть. Они всегда были и будут неограничены. Не знаю, смотря в чем рассматривать перед Гагаузией. Всегда перед каждой страной есть какие-то сложности, какие-то стремления, какие-то... А так... У каждого свои, у каждой, скажем так, социального класса свои стремления, свои какие-то потребности у молодежи. Одни у поколения постарше, другие. А у вас лично какие бывают вызовы, сложности? Ну вот сейчас мы проходимся по магазинам, и иной раз от цен впадаешь в шок. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы для населения было больше возможностей для реализации своей потребительской корзины. Ну, вообще стараюсь новости не смотреть, честно говоря. Почему? Это вредно вообще, честно.
И так такая жара, еще больше нервничать зачем? А как думаете, при вступлении Молдовы в Евросоюз жизнь в Гагаузии изменится? Ну, я вообще, если честно, я не вижу, я не верю, что Молдова вступит в Евросоюз. Почему? Потому что там очень много таких нюансов, которые не соответствуют как бы стандартов европейских. Да. Во-первых, это должно быть единое государство. А у нас, как мы знаем, у нас Приднестровье это отдельно, Гагаузия это отдельно, и Молдова. Поэтому нам Евросоюз не светит. Как бы Приднестровье не захочет вступить в Евросоюз, поэтому я вообще не думаю, что это реально. Думаю, что нет. Почему? Не знаю. У них своя жизнь, у нас своя. Ну, я не знаю, правильно ли я выражу сейчас мнение. Я думаю, что как бы Гагаузия не особо стремится в Евросоюз. Нам ближе другие стремления, скажем так. Поэтому, а так, пока не дожили, не знаем. Думаю, да. А как? Дороже станет все. Да. А так, не знаю. В лучшую сторону изменится, что мы можем просто ездить куда захотим. Ну, мы и сейчас можем, как бы, да. В худшую, что у нас могут остаться те же зарплаты, но вырасти цены в 3 раза. А скажите, пожалуйста, знаете какие-то автономии, которые уже сегодня есть внутри Евросоюза? Не знаю, я не изучала этот вопрос, поэтому не знаю. Нет, не знаю. Я не сильно политикой интересуюсь. Нет, в принципе нет, я не интересовалась. Я, в принципе, не интересуюсь политикой, поэтому как Нет, не знаю. Ну, в общем, вот это мнение людей на улице. Давайте, я не знаю, давайте построим наш разговор, наверное, не для того, чтобы давать ответы на мои вопросы, да, а скорее всего давать ответы на вопросы людей. Я так понимаю, что это такая средняя температура по больнице. Что волнует людей? Люди считают, что это, наоборот, ухудшит ситуацию, повысит цены и так далее и тому подобное. Некоторые считают, что вообще-то нам не светит, и объясняют это тем, что вот страна разделена, и вообще некоторые воспринимают Гагаузию как отдельно взятое, скажем так, образование. И если так смотреть, мало кто вообще знает, какие автономии есть в Европейском Союзе и как вообще Европейский Союз помогает в укреплении автономии. Алексей, к вам первый вопрос. Прокомментируйте или выскажите свое мнение. Я начну с того, что вот стандарты в области соблюдения прав, в том числе региональных властей, автономии, автономных образований и так далее, все эти стандарты были разработаны, придуманы и наилучшим образом соблюдаются на Западе. Все, что происходит с нами, значит, в странах Восточной Европы, в России и так далее, дальше на восток, мы все переняли, все эти стандарты и нормы мы переняли у Европы, у демократической Европы, у пространства свободы и демократии. Поэтому, что касается самой автономии статуса, вот я с полной уверенностью могу сказать, что сами гагаузы в первую очередь будут решать, будет у них автономия, не будет автономия, как эта автономия будет развиваться, расширяться, сокращаться и так далее. Никто извне диктовать им, если Молдова станет членом Евросоюза, не сможет. Потому что есть масса регулирующих документов, масса гарантий, механизмов защиты такого рода образования. То есть, если... С другой стороны, да. Я всегда об этом говорю, я прошу прощения. Да, конечно, я всегда об этом говорю, если... Я это отвечаю на некоторые аргументы, которые звучат из уст гагаузских политиков, что вот Россия защитит нашу автономию, которую Молдова хочет забрать и так далее. Я почти уверен, со мной могут не согласиться здесь люди, почти уверен, что автономия будет выхолощена, если не отменена полностью, в случае, если ad absurdum, да, допустим, Гагаузия каким-то образом, или Молдова в целом попадает под контроль сегодняшней Российской Федерации, которая, в общем, перестала быть даже похожа на демократическое государство, уверенно двигается вот к такой полноценной диктатуре. Это в том, что касается автономии. Да. А в Европейском Союзе, в Европе в целом автономии очень много. И все они в разной степени значит, хороших отношений с центральным и правительством, по-разному, где получше, где похуже, но, тем не менее никто не покушается на этот статус. Что касается шансов вступления,
Вот я хотел обратить внимание на последнее заявление представителя правительства Республики Молдова о том, что мы можем закончить переговоры к концу 2027 года, что является рекордными темпами движения по пути евроинтеграции. Это означает, что в 2028 году мы подпишем договор о вступлении. И последующие 1,5-2 года этот договор пройдет процедуру ратификации в национальных парламентах стран-членов Евросоюза. И к 30 году мы имеем, в общем, шанс стать полноправными членами Союза. И, в общем, мы идем по алгоритму или по формуле Румынии, Болгарии, других стран, у которых были довольно Короткие. длительные, ну нет, не короткие, как раз у Румынии и Болгарии более длительный период подготовки, но длительные переходные периоды, которые они проходили уже находясь внутри Союза, догоняя, значит, программу выполнения условий для вступления. То есть они полностью не соответствовали. Это отвечая и на комментарий женщины, которая говорила, что вот там много требований. Да, требований много, и мы вряд ли к 30 году всем им будем соответствовать, но есть такая возможность. Институционально, находясь внутри Союза, значит, продолжать трансформации. И мы это будем делать. Что касается Гагаузии отдельно, Транснистрии отдельно, Гагаузия – это неотъемлемая часть Республики Молдова. Молдова – это родина Гагаузии, я всегда это говорю. Мы все молдаване по гражданству. Я сторонник концепции политической нации, гражданской нации, если хотите. Значит, мы все абсолютно равноправны. Гагаузы, болгары, молдаване, румыны, украинцы, русские и так далее. Гагаузия автономна, но это часть страны. Естественно, страна, вступив в Евросоюз, вступит всей своей территории, включая Приднестровский регион. Я надеюсь, к тому моменту у нас будет прогресс и по политическому регулированию конфликта. Если нет, то в этом смысле будет определенный переходный период. Поэтому, завершая и учитывая, что вы сказали у нас по 5 минут, значит, вступление Молдовы в Европейский Союз гарантирует полностью, на 100% гагаузам право самостоятельно распоряжаться статусом автономии. Никто, абсолютно никто, даже ни Кишинев, ни Брюссель, ни какой-нибудь другой центр, находящийся вне пределов Гагаузии, не сможет решать судьбу этой автономии. Исключительно гагаузы сами будут принимать решения. Это гарантировано законами и механизмами защиты прав человека, которые существуют в Европейском Союзе. Спасибо большое. Татьяна, ваше мнение? Так, слышно, да? Я хочу сказать вначале маленький дисклеймер. Русский язык не мой родной язык, так что, как в фильмах говорят, любите и жалуйте, да? И помогите, когда будет нужно. Я хочу немножко говорить как социолог, да? У нас, конечно, тоже мы проводим вот эти дискуссии, да, фокус-группу с гагаузами, вообще по Молдове, и мы видим, что проблема... Они то же самое здесь, и там, и повсюду вообще-то. Люди боятся вообще-то изменениях, люди боятся новых вещей, да. И, конечно, мы все тогда, это психология, мы так работаем, да, когда что-то новое, и мы не знаем, чего ждать, там есть страх, да. И, конечно, люди здесь боятся, что они потеряют автономию. И никто им об этом не говорит. Что будет случиться вообще-то? Если вот этот референдум, потом евроинтеграция, а кто нам надо это говорить? Ну, мы как люди, мы хотим это услышать из Кишинева, от президента, да, от нашей государства. Но мы это не слышим. Почему? И это, конечно, очень важный вопрос. Почему в Кишиневе об этом не говорят? Потому что люди, они там нам сказали, когда мы вот опрос проводили, они хотят гарантий. Гарантии и из Кишинева, гарантии и из Брюсселя, что автономия не будет потеряна. Это, конечно, логично, да? Да, вы говорите, Алексей, вот, что люди будут решать. Я с вами согласна вообще-то. Но люди не верят, что они могут что-то решить. У нас вообще в Молдове вот нет этой доверия, этой логики, что мы как человек, да, как, не знаю, как граждане можем что-то делать, да? Это большая проблема.
Что еще? Конечно, есть этот страх, что там нам будет навязывать языков, нам не дадут решить, что мы должны делать и что не делать. И вообще вот этот момент, что люди не знают, что в Европе у нас есть автономия, да. Я бы хотела об этом говорить, но не сейчас, попозже, потому что я как эксперт, я тоже не знала, что есть достаточно много автономии в Европе. Они, конечно, не территориальные все, есть и политические. И опять, никто об этом не говорит. Да? И мы, как эксперты, я думаю, что нам надо людям объяснять, вот не сидеть там в Кишиневе или в Камрате, а идти по селам и объяснять людям. И потом этот страх, да, будет немножко снижаться. Вы считаете, да? что мы успеем этот страх снизить или нейтрализовать до 30-го года? Я не знаю, если до 30-го года. Я бы хотела в ближайшие 2 месяца, да, да, конечно, до референдума. И вот есть и другая, извините. Реплику одну, если можешь. Башкан Гагаузий на протяжении вот всего периода независимости, я прошу прощения, что я встрял, является членом делегации Конгресса местных властей Республики Молдовы в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, да. Значит, люди прекрасно в курсе дела, как это работает, как это защищено. И миссия Башкана рассказывать Гагаузии о том, какие есть нормы, какие стандарты. Как Но еще ни один Башкан этого не делал. Ну почему? По-моему, Табунчик это делал. Но это было давно. После Табунчика Кроитор, не знаю, Формузал делал или нет и так далее. Но нынешний Башкан, вот это, к сожалению, констатировано, самоизолировала себя, то есть ведет такую политику, что невозможности что-то новое узнать, невозможно что-то новое рассказать или старое рассказать. Я прошу прощения. Ничего. А еще я бы хотела добавить, потому что это в ВОКС не было. Люди боятся, что если вот этот референдум, да, про евроинтеграции будет за евроинтеграции, то тогда они в Гагаузии именно боятся, что в Гагаузии начнутся раздел какой-то, да, протест, отделение от Молдовы. И они, конечно, это не хотят. Да, вот мы в Кишиневе говорим, что гагаузы, они как-нибудь сепаратисты, да, они хотят отделиться и так далее. Но это неправда. Люди это не хотят. Люди хотят мира. Вы имеете в виду в Гагаузии? В Гагаузии люди хотят... А на чем вы базируетесь? Но наши опросы и наши дискуссии и так далее. Нет, я понял, о чем идет речь. И просто Татьяна утверждает, что люди в Гагаузии боятся отделения Гагаузии от Молдовы. Да, и они не хотят этого. Не хотят этого? Нет, все мы хотим... То есть вы проводили опросы, да. И вы считаете, что... Конечно, и все мы хотим и на севере, и на юге, и здесь. Да, мы все хотим, и в Приднестровье, потому что было, да, напомню, Приднестровье. Мы все хотим мира, спокойствия, да. И вот... Люди боятся, потому что у нас раздельное, да, как сочетать это. Общество разделено, да, расколото, да. Они боятся, что вот евроинтеграция, они не видят как момент, что это будет будет момент... Это не видят как элемент сплочения, как элемент разделения. Да, но они видят как разделение. И я думаю, что наша миссия — это объяснять людям, что вообще-то евроинтеграция — это может работать для всех, и для русскоговорящих, и для румынскоговорящих, и для Приднестровья, и так далее. Уточняющий вопрос. Просто мы знаете, чтобы не галопом. Два момента, которые вы сказали. Первое, люди не хотят бояться отделения Гагаузии. Да. Это подавляющее большинство или сколько человек, процентов из тех цифр, которыми вы владеете? Ну, от нашего... Так, мы проводили опрос, да? Да. 4 фокус-группы. Да. И во всех 4 фокус-группы у нас были 30 людей. Они, конечно, из слоев разных слоев населения. Да. Они говорят, что они не хотят разделиться от Молдовы, но они боятся, что политики начнут процесс разделения. Да, конечно. Потому что был же референдум в 2014 году. Да. И второй вопрос. Эти же фокус-группы показывают, что процесс европейской интеграции может начать от раскола. Правильно я понимаю? Или они боятся, что процесс евроинтеграции начнет раскол страны. Угу. Okay. Этот страх именно здесь, в Гагаузии, не в других частях Республики Молдова. Да.
Спасибо большое. Если вы не против, мы перейдем к нашему следующему эксперту, господин Нак. Вы как профессор Камрадского государственного университета каждый день общаетесь с молодыми людьми. Что вы можете сказать по поводу европейской интеграции? Какие есть страхи, какие опасения? Для начала, Михаил, я думаю, что будет правильно, если мы вернемся к истории создания автономии. Если я не ошибаюсь, гарантами и создания, и существования самой автономии выступала не только Турецкая Республика Молдова, но и Совет Европы. Ну, я не знаю, если можно вообще использовать слово «гарант», потому что нигде их подписи нету, подписи, вернее, да, этих стран. По крайней мере, об этом говорят многие. И хочу отметить, что автономия имеет соответствующие правовые гарантии, которые закреплены не только в законе об особом статусе Гагаузии, но и в Конституции. В том числе Европейская хартия местного самоуправления также гарантирует определенные правовые аспекты. И я считаю, что на сегодняшний день будет правильно, если мы скажем, что право само по себе не действует, действуют люди. Если люди захотят, чтобы эта автономия существовала, эта автономия будет существовать. Хочу отметить такой немаловажный факт, нелицеприятный факт. К большому сожалению, к Гагаузии перестали относиться как к автономии со всеми атрибутами именно представители гагаузской автономии, власти. Некоторые граждане не видят Гагаузию как автономию. Поэтому проблема не в том, что извне кто-то может повлиять на определенные процессы в Гагаузии. Проблема в том, что в самой Гагаузии не все хотят видеть Гагаузию как автономию. Ну вот я вам возражу, сегодня вступил в полемику с одним человеком в Фейсбуке, который сказал, что вообще-то как бы Кишинев должен уважать принципы автономии. Вы заявляете, что неуважение Гагаузии началось с самой Гагаузии. То есть это противоположный тезис. И мы от всех политиков слышим, что Кишинев не уважает статус автономии, Кишинев не уважает принципы автономии и так далее. Вы утверждаете, что процесс неуважения начался в самой Гагаузии со стороны самих гагаузских политиков. Я правильно вас понимаю или не совсем? Совершенно правильно. Дело в том, что Гагаузия как автономное территориальное образование – это и соответствующий политический институт, который должен самостоятельно решать определенные вопросы. Понятное дело, что иногда мы занимаемся поиском внутренних и внешних врагов, как правило, внешних врагов. Вся проблема в том, что многие вопросы и проблемные вопросы, которые существуют в Гагаузии, должны решаться именно жителями, которые проживают на этой территории. Допустим, наводить соответствующий порядок, чистоту и тому подобное должны жители Гагаузии. Никто не будет приезжать с Кишинева и наводить здесь чистоту и порядок. Если говорить об экономических основах, вопросов нету. Вот до сих пор было желание зарабатывать, тратить эти финансовые ресурсы, пожалуйста, зарабатывайте, тратьте. Бюджет Гагаузии может составлять сегодня и 20 миллиардов, и 30 миллиардов. Нет потолка, нет ограничений, без проблем. Но если, к примеру, допустим, нынешняя ситуация, экономическая ситуация, проблемная ситуация создалась руками наших представителей власти, в этом плане ни Кишинев не виноват. Когда некоторые депутаты говорят, мы правильно сделали, что мы не заплатили ни одного лея нашим предпринимателям и выстояли определенную позицию, вот Конституционный суд принял решение, но при этом решение Конституционного суда никто не разъяснил и даже не прочитали, они считают, что это правильно. А то, что бизнесмены, так скажем, основная часть бизнеса, оставили Гагаузию и чисто исходя из экономической целесообразности, об этом тоже мало кто говорит. Поэтому я считаю, что те проблемы, которые существуют в АТО Гагаузии, они могут быть разрешены только при активном участии самих граждан АТО Гагаузии. И хочу сказать, что в Республике Молдова действуют принципы унитарного государства, действует единое экономическое поле, действует единое правовое поле. Простыми словами могу объяснить, что даже если Республика Молдова вступит в Европейский Союз, в Кишиневе, если будет суббота, то и в Гагаузии будет суббота, а не четверг. Интересное замечание, да? Вы хотели что-то добавить? Если вы уверены, действует ли принцип унитарного государства, все-таки у Гагаузии есть право внешнеэкономической деятельности, у Приднестровья есть определенные мы им предлагали по статусу, который... насчет субботы это хорошо, да. Субботы совпадают, да, я согласен. И время у нас не как в Венесуэле, часа позже, раньше. Нет, вот интересный, хочу подхватить очень коротко, тезис. Действительно, гагаузы сами должны решить,
для чего им нужна эта автономия? Я прошу прощения, я не с интонацией менторской, просто формулирую какую-то идею. Потому что в законе написано, для развития самобытной культуры, сохранения, так сказать, традиций, языка и так далее. Но мы видим, что вот тут есть пробуксовки определенные, есть проблемы с языком. Люди почему-то говорят больше на русском. И автономия иногда политически интерпретируется и используется для того, чтобы противостоять Кишиневу, для того, чтобы подчеркнуть свое политическое отличие. Вот женщина в комментариях говорила о том, что вот Гагаузия, от всей Гагаузии она сказала, это не так, но она выразила определенную позицию, что мы верим в других богов, пусть они на Запад идут, а мы в других богов верим, по-другому думаем. Вот поэтому это очень правильный тезис, что гагаузы должны отвлечься вот от этих геополитических битв, от этих поездок в Москву, от вот этих заявлений, деятельности, которые не имеют ничего общего, с моей точки зрения, с интересами и региона, и страны нашей общей, и сконцентрироваться на том, чтобы решить, как дальше быть и с автономией, и с взаимодействием с Кишиневым и так далее. Вот один из примеров, я перескакиваю, заявляет на днях Марина Таубер, она заместитель Шора, о том, что Россия – это наш традиционный рынок, главный рынок и так далее. Слушайте, элементарные вопросы, вот заданные этим людям, это повторяет Гуцул в той или иной форме, демонстрирует, что эти люди просто лгут. Между нами, между Молдовой, в том числе и Гагаузией, и Россией, и Украина. Понимаете? И наш рынок, который убивала та же Россия всякими запретами, эмбарго и так далее, он уже не существует. Мы продаем 70% нашего экспорта, мы продаем в Европейский Союз. Кто-то говорит, что в Румынию оттуда реэкспортируют потом. Неважно, Евросоюз, Румыния, Евросоюз. Евросоюз принимает по отношению к Молдове, в том числе по отношению к Гагаузии, индивидуальные решения на уровне Европейского Совета по квотам. У нас нет квот, в общем. Квоты отменили. Помните, у нас была проблема квот? Да. Там мы, значит, постоянно бились, чтобы расширить. И по тарифам. Мы не платим тарифы, хотя у нас еще не полноценный обмен свободный. В отношении Молдовы это все принято. И мы туда продаем очень качественный товар. Эмбарго на вино привело к тому, что мы модернизировали винную промышленность Молдовы. У нас масса виноделин, прекрасное вино продаем по всему миру. Мы продаем сливы, стали чемпионами мира 2 года назад. Сейчас мы рвемся в чемпионы по сливам, по яблокам. Я думаю, у Гагаузии есть своя ниша вот в этом соревновании за очень интересные рынки западные. Российского рынка для нас не существует. Я хочу спросить и у тех, которые вот говорят о российском рынке, мы как туда будем возить нашу продукцию? Космическими кораблями, самолетами, кораблями простыми. Гуцул заявил, у нас соглашение с Путиным. Но мы, правда, сейчас не скажем, какое, очень интересно. А я разгадал. Какое? Да, они будут рыть туннель, понимаете? Не Бомбей, Лондон, а Чадерлунга, Воронеж. Как Аль Чапо рыл турель для кокаина, 2 полосы туда, 2 обратно. Это единственное решение, которое может привести к тому, что мы будем возить туда продукцию, а оттуда тоже обратно что-то будем возить. Ну, физического доступа на этот рынок у нас нету. И это проблема не сегодняшнего дня. Вот и элементарный анализ показывает, что это проблема на десятилетия. На десятилетия. Киев уже, извините, что я немножко монополизирую, Киев заявил о том, что в случае смены курса Молдовы они закрывают в тот же день, закрывают границы между Молдовой и Украиной. Просто закрывают, потому что будут воспринимать изменения здесь как угрозу. Как своей... Угрозу для Украины, да. Потому что мы становимся прокси России, нас вписывают в клуб изгоев и так далее. Это на десятилетия, надо понимать. Те люди, которые говорят о том, что вот Россия, что вот это альтернатива и так далее, это просто безответственные люди, которые нагло, обманывают своих избирателей и так далее. Об этом надо постоянно говорить. Согласен. Давайте я предлагаю взять пару комментариев от зала. Владимир, если можно к вам обратиться. Вы помните
момент, когда создавалась Гагаузская автономия. Здесь прозвучал важный вопрос. Зачем гагаузам нужна автономия, и зачем гагаузы ее создавали 30 лет назад? Если вы могли ответить на этот вопрос и прокомментировать это, если можно. Спасибо за вопрос. Наверное, слышно, да? Да. Но я один из тех, который принимал активное участие в создании автономии. И вот слова Алексея мне очень понравились. Да? То, что он сказал, гагаузы находятся в Молдове, и Молдова – это родина гагаузов. Потому что исторически гагаузы юридически, де-факто, получили автономию именно в Молдове. И Молдова стала действительно родиной для гагаузов. Я не буду отходить от основы вопроса, но я считаю, что развитие автономии при Молдове, и когда уже Молдова станет частью Европейского Союза, то права гагаузов в основном будут защищены не только Молдовой, но и Европейским Союзом. В Европейском Союзе очень много автономии. Если возьмем Испанию, то там почти все, можно так сказать, области это автономии. Если мы возьмем Италию и Австрию, там есть автономия тоже. Есть автономия между Финляндией и Швецией. Да, это разные автономии. Уникальность автономии гагаузов, у нас гагаузов нету своей родины. У нас одна родина – это автономия, это Молдова. Поэтому это ответственность и Молдовы, руководства Молдовы, для того, чтобы гагаузы развивались в своей автономии. Не просто так, вот сейчас, я считаю, что в данное время Гагаузия захвачена. Захвачена Кем? Шором. И Шором руководит или Москва, или его личные амбиции. Что-то он хочет сделать. Для него выгодно именно работать вместе с Россией. Не зря же он уехал с Израиля. С Израиля он ничего не мог сделать. Он специально уехал в Москву для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Поэтому процесс вот именно вхождения в Европейский Союз, это займет время. Но за это время я не вижу, что ГРТ, одно единственное телевидение в Гагаузии, не занимается именно знакомством гагаузов, что такое Европейский Союз, как развивается автономия в Европейском Союзе. И главное, если вы помните бывшего башкана Гагаузии Ирина Влах, которая гордилась и постоянно говорила, что она была в Южном Тироле. В Южном Тироле. И еще на севере она была. В Аландах, по-моему. Да. Да. Вы когда-нибудь слышали передачу, где Ирина Влах, выступая, говорила про эти автономии? Никогда. Абсолютно. Потому что она поняла, что развитие этих автономий и то, что она занимается в Гагаузии, это небо и земля. Если можно прокомментировать, или, Кирилл, можно к вам обратиться? Если вот с вашей точки зрения, чего ждут? Потому что вот этот вот, я представляю, какая паника у людей в голове. Да? С одной стороны, они боятся дестабилизации и отделения, и опять возвращаюсь к вашему тезису, Татьяна, да? Боятся того, что начнется отделение, что Гагаузия опять начнется то, что было в 90-х. Люди этого явно не хотят. С другой стороны, они почему-то считают, что вступление Молдовы в Европейский Союз приведет именно к этому. Хотя я, честно говоря, для меня это было тоже сюрпризом услышать, как бы откуда это все появляется. Но я понимаю, пропаганда российская, она такая очень креативная в этом вопросе. Чего ждут люди, чего боятся люди, с вашей точки зрения, если вы можете ответить на этот вопрос, по вашим ощущениям? Да, и представь, Кирилл Железов, да. Да, Кирилл Железов, здравствуйте еще раз, уважаемые зрители, гости. Да, тут очень комплексная, на самом деле, проблема. Для меня это стало большой удивлением, этот факт. И, конечно, это никак не может быть связано наоборот. То есть я, например, себя вот могу позиционировать как интеграционист во всем. То есть как, грубо говоря, я представитель маленького народа, и я всю жизнь
как будто бы видел гагаузов в интеграции с кем-то и с чем-то, то есть не как отдельно взятая какую-то сущность. И, конечно, Европейский Союз открывает для нас огромные возможности как в плане сохранения культурного наследия, так и экономические. Продвижения экономического. И дело в том, что в автономии существует некий вакуум информационный, в котором мы живем, ну, я не знаю, уже, наверное, несколько десятков лет. Это в первую очередь связано с тем, что, конечно же, языковой барьер, и центр долгое время не занимался, наверное, достаточным информированием Гагаузии на русском языке. И сегодня мы, в общем-то, имеем то, что имеем. И засилие СМИ, скажем, такого качества сомнительного, поддерживающих нарратив Кремля, это тоже, конечно, гипнотизирует наших граждан постоянно, каждый день, и через телевизор, и через интернет, и так далее. Поэтому здесь борьба будет, конечно, за умы людей очень сильная, но мы должны понимать, очень сложная, мы должны понимать, что гагаузы, как я уже сказал, то есть вот как представитель малого народа, я не представляю, как могут гагаузы выжить в каком-то вакууме. Мы должны постоянно принимать участие во всех интеграционных процессах, особенно в Евросоюзе. Да, пожалуйста. Если можно, один момент. Но вы согласны, что в Гагаузии никто не хочет отделяться от Молдовы, да? Нет, я не согласен. Но я соглашусь с тем, что абсолютное большинство, да, хотели бы остаться в Молдове. Но дело в том, что истерия, которая нагнетается, мы сами знаем кем, именно ведет к сепаратистским настроениям в том числе. Может быть, это не, я не говорю о каком-то именно как государственном сепаратизме, но точно культурном. Вот Гагаузия строит большие барьеры касательно политики Кишинева, интеграции в Европейский Союз. Так что я не проводил ВОКС, как, может быть, вы, но думаю, что все-таки, может быть, у гагаузов есть и такие тенденции, хотя они в меньшинстве. Да, если хотели проговорить, или если нет, то Владимир, да, пожалуйста. Да, я немножко отвечу Татьяне, потому что она как-то сказала, что они сделали как бы опрос населения в Гагаузии. Да, фокус-группу, да. Да, и вы сказали, что гагаузы боятся нового, чего-то нового. Это как бы боятся потерять автономию. Мы все боимся нового. В Молдове все боятся нового. Это вообще-то психологическое такое мышление, да. А в Гагаузии они боятся в первую очередь, что будет потеряна автономия, да. И вот что я уже сказала, и будет там какие-то разногласия. Потому что люди думают, что мы 50 на 50, да, все так говорят, что 50, вот половина из Молдовы хотят в Евросоюз, а половина они хотят с Россией или с Евросоюза и так далее, и так далее. Но это неправда, конечно, но люди так думают, да, и поэтому они думают, что окей, если там половина будет за Евросоюза, а вот в Гагаузии мы не хотим, тогда что-то будет происходить, да. Может быть, мы с Приднестровья, может быть, Россия захочет нас взять из Приднестровья, вот это аннексию делать и так далее, и так далее. Ну, я немножко отвечу вам. Если можно, Владимир, микрофон не махать, потому что он не улавливает. Да. Но я могу сказать вот это, что менталитет у гагаузов, ведь последняя страна, где гагаузы жили, это Советский Союз. То есть был язык общения, даже в самой Молдавии был русским языком. Так ведь? Хотя есть какие-то споры, что в самой Молдавии больше изучали румынский язык или молдавский язык, чем в Гагаузии. Поэтому Российская Федерация, используя менталитет гагаузов, потому что в большинстве мы знаем русский язык, они очень хорошо действуют именно в Гагаузии. И, между прочим, Алексей сказал насчет табунщика немножко как-то позитивно. Георгий Табунщик – это человек, который был против Гагаузии, и Георгий Табунщик – это человек, который строил фундамент автономии, он его не построил, он разрушил. Вот этот человек... Я его знаю как члена делегации, работал с ним в Страсбурге, поэтому его упомянул. Я могу сказать, что этот человек был против автономии, потому что мы делали автономию, мы знали, кто он такой. Первый секретарь Камрадского тогда. Этот человек
не построил ничего. Если бы гагаузы знали свой язык и заодно изучали и румынский, то менталитет у гагаузов совсем был бы другой. Абсолютно. Слушайте, если можно. Да, конечно. Мы обсуждаем какие-то вопросы очень интересные, очень Ну, знаете, как для того, что- специфические, но тут без общих комментариев тут все равно не обойтись. Да, давайте, конечно. Вот я помню целая серия семинаров и круглых столов в Кишиневе энное количество лет назад по интеграции гагауза в молдавское общество. Вот какие-то активисты там получали гранты, давайте как-то интегрировать гагауза в молдавское общество. Что делать с гагаузами, да? Да, первый ответ, давайте румынский язык им будем, так сказать, как-то преподавать и так далее. Все правильно вроде, но контраргумент был такой, послушайте, вот уехавший миллион молдаван прекрасно знают румынский язык, но они тоже не интегрировались, понимаете? Проблема не только в языке, проблема в том, что должно быть нечто, во что хочется интегрироваться. Поэтому без разговора вообще о Молдове мы никогда не решим ни вопрос гагаузской автономии. Мы должны быть современным, европейским, свободным, демократическим и процветающим государством. Вот когда группа людей во главе с Дадоном и прочее, они монополизировали вот это слово молдавинизм. Оно мне нравилось. Нравилось 20 лет назад и так далее. Потому что оно олицетворяло некую идею, идеологему. Это унитатия молдовенилор, да, или, значит, единство молдаван да. по гражданству, по месту проживания, куда входят и гагаузы, и болгары, я уже повторял эту идею. Политическая или гражданская нация. Они выхолостили это понятие, потому что сейчас, когда слышишь молдавинизм, это что-то подпутинское, подкремлевское, что-то, по которому не хочется говорить. Мы должны найти язык терминов, семантику вот этой идеи, которая всем была бы... По поводу языка в Гагаузе, и тут я завершу. Я брал интервью у гагаузов здесь лет 10 назад. У тех, которые были депортированы в 1949 году. Значит, многие из них, одной из проблем, с которыми сталкивались в Сибири, незнание русского языка. Я брал интервью у тех, которые были подростками. Они не знали русского языка в 1949 году. Знали гагаузский, знали румынский. Потом в Гагаузии вообще не преподавался гагаузский язык после войны, кроме 3 лет. 58-61 год в начальной школе, 3 года. А молдавский тут вообще не преподавался. А в остальной части страны были молдавские школы, русские школы. Пропорция молдавских школ была гораздо больше. Конечно, регион подвергся русификации гораздо больше, чем остальная часть более интенсивный, да? Более интенсивно, конечно. И проблема Кишинева в том, что после обретения независимости мало что делалось для того, чтобы люди почувствовали, что мы живем в других условиях. Что наша родина уже не Советский Союз, а Молдова. И так далее. Что мы должны изучать язык. Сейчас, я знаю, есть очереди в 1 или в 2 лицея, которые преподают на румынском языке здесь, в Гагаузе. Ну что значит 2 лицея для 130 тысяч человек? Это вообще ничего. Тут давно должно было быть достаточно лицеев, и государство должно было финансировать эти программы. Поэтому я говорю, что когда мы говорим о интеграции какой-либо группы людей в общее нечто, мы должны говорить о наших общих проблемах тоже. Хорошо, давайте я вот, если можно, задам такой вопрос. Гагаузская автономия. Я эту мысль высказывал в других передачах. Гагаузская автономия и все вот это вот движение. Поправьте меня, если я не прав. Да? То есть те, кто следил за процессами в конце 80-х, начале 90-х из Гагаузии, те, кто следил за этим в Кишиневе, да? Гагаузская автономия, с моей точки зрения, анализируя то, что было тогда, и то, как ведут себя сейчас политики в Гагаузии, как ведет себя общество, на самом деле, с моей точки зрения, было не столько за гагаузский язык, гагаузскую культуру, сколько за сохранение осколка Советского Союза. Люди испугались этих вот тектонических сдвигов, которые были тогда. Звучала большая страшилка в виде румынизации. Люди понимали, что они здесь очень сильно русифицированы. И плюс советская пропаганда очень сильно насаждала вот этот вот образ румынского жандарма, который здесь, кстати, до сих пор боятся, да, то есть очень сильно боятся. И люди, по большому счету,
на определенном этапе вот это движение гагаузского народа за сохранение гагаузского языка, гагаузской культуры, оно резко трансформировалось за сохранение статус-кво русскоязычного региона. И мы от этого до сих пор, с моей точки зрения, не можем избавиться. Такое ощущение, что в Гагаузии поставили перед собой цель возвращения назад Советского Союза. И как быть с этим? То есть это вопрос как бы ко всем, но давайте, Владимир, вы. Ну да, я непосредственно скажу, потому что я участвовал в создании автономии. Была определенная интеллигенция и людей, которые не думали о Советском Союзе, я вам честно скажу. Сколько их было? Ну, конечно, всегда это мало. Автономия всегда или государство строили личности, а не, давайте скажем, толпа. Всегда строили и определенные личности. Поэтому, да, был дискуссионный клуб, был Гагаузский халкы. И непосредственно главным вопросом было это развитие и сохранение гагаузской культуры. Вот это было. Да, может, элементы вошли в гагаузскую автономию, те, которые ждали, можно так сказать, номенклатура ждала. Да, они ждали процесса, когда создастся автономия, а они потом придут к власти. Ну, а так и произошло, нет? Так и произошло. Табунщик, который пришел к власти, он привел всех своих коммунистов во все эти районные организации, можно так сказать. Он фактически, табунщик, все испортил. Все испортил. То, что связано, то, что вот говорили, вот этот советский элемент, это привел именно табунщик, именно в автономию. Татьяна, вы хотели что прокомментировать? Да, это, конечно, интересный вопрос, потому что я как-то между того, что вы говорите, да, про руманизацию и про так далее, и про то, что вы говорите, да, чтобы сохранять язык гагаузский и культуру и так далее. Я знаю, что для гагаузов очень важны традиции и культуры, и, кроме того, в Европе такое может случиться. Они вообще-то хотят, чтобы был этот мультикультурализм, да, и было это право, чтобы... Но для гагаузов важно право выбора, да, выбирать, что выбирать, традиции, культура, гагаузский язык или русский язык. И мы в Молдове это уважаем вообще-то. Вы гагаузы, вы хотите говорить на русском языке, без проблем говорите, у вас есть автономия, да. Но потом тоже в Гагаузии говорят, что сейчас нам навязывает румынский язык, да. Что это такое? Вообще-то наш язык молдавский, нам сейчас навязывает румынский язык из Кишинева. Но... Да, но получается, что гагаузы навязывают молдаванам, как называть им свой родной язык. Вот, в этом смысл. Потому что, если вы меня спрашиваете, это как-то лицемерие, да? Мы должны вот уважать право, да, наше право, ваше право, да. Я не хочу говорить вы и мы, потому что мы один народ, да, одна страна, но мои предки же румыны. Я тоже хочу иметь это право говорить на румынский язык, да, потому что молдавский язык вообще-то не существует, он в Приднестровье вот есть, да, и если вы хотите да, искусственный язык. Но я думаю, что в Молдове вообще-то, что нам не хватает, это уважение не только из одной стороны, но с обоих сторон. То есть уважение — это движение в обе стороны, да. Да? То есть двухстороннее движение. И мы понимаем тех, кто хотят говорить и да, выбирает говорить на русском языке, но мы хотим, что и русскоязычные, да, тоже уважали наш выбор. Да. И если говорить про демократию, но в Молдове много румыноговорящих, да, но давайте как-то договориться, что мы все работаем не на этих этнических, да, дивизиях, Разногласий и разобщениях, да. Для диалога, совместного диалога, да, и для наших стран, потому что если мы будем эгоистически, я буду говорить, что я хочу на румынский, вы будете говорить на русский, там на болгарский и так далее, мы все можем говорить в Европейский Союз на языке, который мы хотим вообще-то, да, и вообще-то Россия это и делает, нас разделяет, но я хочу, чтобы Молдова не была разделена, а мы все, неважно, на каком языке мы говорим, важно, что мы хотим жить
в мире, в нашей стране и вообще-то развиваться, потому что мы 30 лет уже вот спорим, на какой язык, да, какое этническое меньшинство и так далее, и так далее. Мы хотим нейтралитета, да, из России, из Евросоюза, но 30 лет у нас же был этот нейтралитет, потому что это не нейтралитет вообще-то, но это другая тема, если вы хотите, мы потом... Конечно, об этом поговорим тоже. Да. Вот. Потому что это то же самое, из запросов то же самое. Мы хотим нейтральны быть из России. Но давайте подумать. Ну, Додон был, да, он был тот, который говорит, что он хочет нейтрально. Но он же не был нейтральный, он с России, да. Ну, какая-то если нам это нравится, то это нейтралитет. А если нам это не нравится, то это не нейтралитет, да. Да, вот, да. Вот. Господин Инак, да. С вашего позволения, я не хочу возразить, я не хочу сказать и не готов сказать, что, допустим, я частично разделяю мнение и тому подобное. Мы должны отметить самое главное. Мы подчеркнули про территориальное единство, там единство, да, правового пространства и так далее. Мы забыли про единство народа. Это 10-я статья Конституции Республики Молдова. И на самом деле Республика Молдова является родиной для всех ее граждан. Мы все родились на одной земле. И хочу сказать, вы как социолог примерно догадываетесь, что для Республики Молдова можно применить теорию малых различий. Вот на улице вы навряд ли определите, вот этот человек является гагаузом, болгаром или русским или молдаванином. Языковой вопрос всегда был искусственным вопросом, как правило, использовался в определенных политических целях, в том числе и в Гагаузии, когда говорили о том, что не надо изучать румынский язык, потому что нам достаточно, там русский или гагаузский. Я являюсь сторонником, честно признаться, изучения не только румынского, но и английского, допустим, языка, одного из международных. По одной простой причине. Я как преподаватель государственного университета могу смело заявить о том, что многие года Камрадский госуниверситет выпускал не совсем конкурентоспособных выпускников. Потому что вот элементарно, как только выходили за пределы Гагаузии, не зная государственного языка, они не могли полноценно реализовываться, получать соответствующую работу, специальность. Даже в плане обучения. Вот Национальный институт юстиции, допустим, для юристов, там язык обучения государственный. Там язык обучения государственный, и вот студенты, допустим, выпускники юридического факультета Камрадского госуниверситета имеют определенный барьер, связанный с языком. Я солидарен с тем, что в любом нормальном государстве граждане, которые проживают на этой территории, обязаны знать государственный язык. Этой обязанности нету в Конституции, но эта обязанность подразумевается. Есть обязанности, которые напрямую закреплены, а есть обязанности, которые так называемые скрытые обязанности, и граждане, в том числе проживающие на территории Гагаузии, обязаны знать. Что касается разделения людей по национальности, по языковому вопросу, к большому сожалению, иногда бывает так, что два любящих сердца иногда разговаривают вроде бы на одном языке, но не всегда находят общий язык. Поэтому румынский, гагаузский, русский и тому подобное, да, это не проблема на сегодняшний день. И самая главная проблема, вот Алексей правильно подчеркнул, мы должны иметь дело с такой идеей, называется идея общего блага. Да, без проблем. Мы можем быть гагаузами, болгарами, русскими, молдаванами и так далее, но мы должны жить в условиях реализации концепции идеи общего блага. Юридическая концепция, допустим, идеи общего блага связана с такими принципами, как равенство, свобода и справедливость. Но вот что касается вот этого объективного выражения принципов равенства, свободы и справедливости, они, как правило, отражены в европейских нормативных документах. И как конституционалист хочу отметить, что даже Конституция является европейским политико-правовым продуктом. Конституция Республики Молдова. Как и многие другие документы, которые европейской цивилизации. Тот же самый закон об особо правовом статусе Гагаузии, закон о местном публичном управлении, мы это не должны отрицать. Я думаю, что Европейский Союз многие рассматривают как политический институт, но это еще и экономический союз. И Гагаузия многие года, вот, может быть, и в этом году есть определенные сложности, но пользовалась определенными инвестиционными ресурсами. Мы, конечно же, забываем говорить спасибо там и Турецкой Республике за определенные инвестиционные проекты. Мы забываем говорить и европейским странам спасибо за определенные инвестиционные проекты, и Соединенным Штатам Америки. Но это многомиллионные проекты. И на сегодняшний день все трезвомыслящие люди говорят так.
Не имеет значения, кто строит, ремонтирует определенные социальные объекты, садики, школы там и так далее. Мы в любом случае должны говорить спасибо. Мы не должны бояться модернизации, мы не должны бояться интеграции. Нам самое главное навести определенный порядок в головах. И как уже было подмечено, и Алексей подметил, должен быть высокий уровень общения. Когда будет высокий уровень общения, мы будем смотреть на определенные вещи не только с негативной точки зрения, но и с позитивной точки зрения. Понятное дело, что могут быть, то есть угрозы, они всегда есть. Могут быть определенные вопросы, но как отмечается в специальной литературе, я изучал, между прочим, этот вопрос, страны, которые интегрируются в определенный союз, они со временем начинают больше ценить свою государственность, начинают больше акцентировать внимание на свой дом. И я считаю, что если Республика Молдова будет интегрирован в Европейский Союз, и государство Республика Молдова, и автономия больше будут ценить и государство, представители автономии будут больше ценить автономию, будут больше стараться и в культурном плане, и в экономическом плане, и так далее. Я по-другому, я одну только реплику. Да, пожалуйста. Да. Первый раз, по-моему, за всю историю Молдовы, когда у нас реальный шанс самостоятельно решать свою судьбу. Вот как бы это ни противоречило представлениям о Евросоюзе, Евросоюз за нас наши проблемы решать не будет. Только мы сами. Мы реформы должны делать, мы трансформации, мы управлять своей страной. И вот это первый у нас сейчас реальный шанс избавиться от имперского прошлого, от контроля со стороны других политических центров, самостоятельно решать в сотрудничестве с другими нашу судьбу. Ничто так не укрепит, вот я согласен со всеми говорящими, с господином профессором, ничто так не укрепит наш суверенитет и независимость, потому что по поводу них тоже беспокойство, как членство полноправное в Европейском Союзе. Никто там на эти вещи покушаться Государственники не будет. типа Игоря Донцова с вами не согласятся. Полной безопасности. Да. И Ирина Влах может не писать письма Йоханнесу, потому что Йоханнес не покушается. Йоханнес занят. Йоханнес занят, да. Да, Иван. Добрый вечер, Иван Яланжи. У меня вопрос. Там на улице люди говорили о том, что цены поднимутся, да, зарплата останется прежней. Потом господин эксперт сказал, что 1 миллион молдаван в широком смысле слова уехали, покинули нашу родину. И я слышал на самом деле много интересных мыслей, которые какую-то цепочку, какую-то мозаику складываются. Но одной из важных вещей сказал Владимир Топал, что автономию, да и любые государственные образования строят какие-то малые группы личностей. Да, он применил этот термин личности. И я согласен с тем, что это наш коллективный труд, в частности, это труд каждого из нас. Да? И сам термин интеграция означает некий процесс трансформации, да, изменения. Да? На сегодняшний момент, на данный момент я все еще не владею румынским языком, и я, когда включаю телевизор, скажем, спикера молдавского парламента, я не понимаю, о чем он говорит. Соответственно, я бы хотел бы... Я понимаю, что вот профессор университета сказал, что нужно знать языки. Я с этим полностью согласен. Так вот, вопрос в том, что это процесс интеграции сделает не государство, извините. Начинайте с английском, да? Вот. Да, я уже начал, спасибо. И румынский тоже начал учить. Но спикера все еще не понимаю. Вопрос такой. Я понимаю, что это труд каждого из нас, то есть каждого жителя автономии, каждого жителя Республики Молдова. А можно более конкретно изложить наши шаги? То есть мы для того, чтобы вернуть 1 миллион молдаван, да, обратно домой, для того, чтобы интегрироваться, мы должны сделать 1, 2, 3, 5, 10 и так дальше. Ну, такой конкретные шаги не для государственных институтов, а для отдельно взятых граждан. Да, и что мы получим? Потому что я далек от идеи ставить во главу угла ценность материального блага,
но я боюсь, что многие со мной не согласятся. Да, Я спасибо. могу про цены говорить, Да. потому что... А вы скажете, что сделать, чтобы вернуть миллион молдаван? Да, конечно. Потому что вы сказали, что они уехали, да? Я не согласна, что это миллион, но так это ваша проблема. Там 3 гагаузов. И в России. И в России, Да, конечно. да. И в Турции, и так далее, и так далее. Я, конечно, пошутила по поводу английского. У меня тоже была такая шутка. Давайте не на русском, не на романском, давайте на английском. И все будет хорошо, да. Все вот эти разногласия вообще не будут. Но про цены. Конечно, все говорят, что Евросоюз это означает высокие цены. Но я почему не знаю русский язык? Я, конечно, из севера Молдовы, но я потом уехала из Молдовы, да, в этот миллион была. И 15 лет проживала и в Румынии, и в Польше, и в Штатах, и потом обратно. Я сейчас живу в Молдове. И, конечно, у меня есть дом и в Европе. И я вот в магазин, да, смотрю цены. Некоторые продукты в Европе, в Евросоюзе, они подешевле, чем в Молдове сейчас. Почему? Потому что если ты в Евросоюзе, ты не должен платить эти Пошлины. Да, пошлины. Вот. А мы платим. И косметика, одежда, то же самое. И еще в Евросоюзе есть такая регуляция, что если есть здесь H&M в Румынии или LC Waikiki, есть в Болгарии, есть в Германии, цены тоже самые должны быть повсюду. Конечно, есть различия, да. У нас, так сказать, в Молдове мы хотим продавать наши помидоры немножко подороже. Ну, конечно, мы можем это делать. Но если вот этот евросоюзский маркет, общий рынок, то там есть некоторые регуляции, не знаю, как говорить. Да, и вот будет... Я думаю, что будет получше, потому что сейчас мы все боимся, да, Евросоюза, там будет цены, зарплаты, но это же не так, потому что у нас сейчас цены высокие, потому что мы должны платить то, что мы в Евросоюзе не будем оплачивать, а люди этого не знают. Но почему все из Кишинева в Ясах идут на покупках, да, одежду покупают, косметики, там еще есть такое молоко миндальное. Да, вегетальное. Они тоже покупают, потому что там дешевле, чем у нас. А у нас здесь война, да. А у нас вообще-то, как Алексей говорит, граница закрыта с Украиной, но у нас была... Закроется, не закрыта еще. Еще нет, закрыт. Но потом, вообще-то, думайте, если закрывается граница, для нас никто не говорит, все говорят про Россию, да, что рынок России важен, а Украина же тоже важна и поважнее, чем... Кстати, да, вот вообще никто не говорит о важности Украины. А как оказалось, Украина для нас очень важна. С логистической точки зрения. 30% товаров у нас на прилавках это из Украины. Да? И никто, кстати, об этом не говорит. Никто не говорит про украинский язык в Молдове. Да. А у нас у украинцев побольше, чем... 12%, да. Ну, давайте попробуем ответить на этот вопрос и вот на вопрос Ивана, да. И потом Владимир, да. То есть мы приходим за час, но дискуссия интересна, поэтому продолжим, да. У меня нетривиальный ответ на ваш вопрос. Не совсем в русле вот нашей традиции. Виница Касы, Майкопи, вот Георгий Цопа пел. Вы знаете эту песню? 90-е годы все пели «Возвращайтесь, сыновья Молдовы, домой». Ну, сейчас у нас Стэд поет песню, у него как бы есть «Дёньевя», как бы вот это. Наверное, есть на гагаузском языке. У меня нетривиальный подход к этому. Мы живем в условиях открытого общества. Мы все-таки эту проблему воспринимаем мышлением, которое у нас сформировалось в условиях железного занавеса, закрытости границ и так далее. Для нас была абсолютная ценность, что все сидят дома. Несколько поколений. Да, но все сидели дома, потому что они могли выезжать. В рамках Советского... Мы это подняли до уровня ценности. Мы воспринимали это... И давайте, границы открылись, люди поехали. Конечно, они в поисках лучшей доли там, и так далее, но когда ты живешь в условиях открытого общества, прозрачности границ, этот феномен ты остановить не можешь. Да. Мы периодически беседуем, я тоже, вот коллега с Михаилом, передачи мы ведем в Кишиневе. Мы приглашаем представителей ОДА. ОДА – это Организация по поддержке предпринимательства в Молдове. Уникальный организм, созданный в рамках Министерства экономики. Они рассказывают, что сейчас растет число тех, которые научились чему-то в Италиях, там, в Ирландиях и так далее, заработать какие-то денежки и успешно все-таки развивают здесь бизнес. Ну, в частности, в сельском хозяйстве, в
в сфере энергетики. То есть этот обоюдный процесс, мы его декретивным образом или какими-то целенаправленными политиками можем только регулировать. Так что этот миллион условный, он будет возвращаться. Но будет возвращаться тогда, когда тут будет выгодно инвестировать, развивать бизнес. А тоска у всех, это 100% я гарантирую. У меня есть профессор, мой университет, который звонит мне раз в 2 недели из Соединенных Штатов, чтобы я ему подтвердил, что в Молдове все плохо. Я ему подтверждаю. Значит, он со спокойной душой, что лет 30 назад уехал, идет и живет себе дальше. И, в общем, все так поступают. Кстати, да, недавно был разговор с одними людьми, даже они пытались убеждать всем, что как бы там лучше, ну, чтобы убедить нас, что мы, извините, это такое, да, это такое зря не уехали. Анестезия да? такая. Анестезия. Да. У меня был еще один вопрос. Человек спрашивал про план. Про план. Как будет происходить наше вступление в Европейский Союз? Нет, интеграция. Он хотел 1, 2, 3 ответа. Я уже сказал, что мы сейчас на стадии переговоров. Нет, не это вы хотели, да? Я не помню. Нас требуется от граждан. И про материальное благо, каждый думает с точки зрения своего кошелька и холодильника. Слушайте, я сторонник того, Таня, может быть... С вашего позволения. Да, давайте. Я хочу отметить следующее. Да, вопросов нету. Определенная часть граждан уже не вернутся, потому что они уже обосновались там, уже есть семьи, есть и работа, и карьера, и все. Но те люди, которые захотят вернуться сюда, они наверняка захотят вернуться, где чисто, где порядок. По крайней мере, захотят вернуться, где есть гражданское активное общество, чтобы можно было инициировать, жить не только в условиях ожиданий, но и в условиях требований. Демократия – это не только ожидания. Я понимаю, что по сегодняшний день присутствует определенное патерналистическое настроение, что государство обязано, государство должно, но если граждане будут требовать, то поверьте мне, что ситуация поменяется. Я даже спрашиваю человека, какая заработная плата тебя сегодня будет устраивать. Он говорит, меня будет устраивать 10 тысяч. Говорю, а ты хотя бы интересовался, вот, допустим, там, что говорят экономисты, какая заработная должна плата быть, какая средняя заработная плата по экономике. Многие даже не знают про среднюю заработную плату по экономике. Понятное дело, что в этих условиях будет сложно, естественно, и социализироваться, даже если вернуться, будут определенные вопросы. Вот когда мы научимся жить, так скажем, в условиях активности, в условиях требований, к примеру, в Германии повышают заработную плату на 15%, условно говоря, да? Инфляция 10%. Все немцы хором говорят, нам повысили заработную плату на 5%, потому что люди знают, что такое инфляция, и, естественно, грубо говоря, вот, умеют считать. А у нас в этом плане, естественно, не знают. Наши люди не знают бюджетные возможности республики. Многие жители Гагаузии не знают о том, что есть бюджет Гагаузии, как финансово-плановый акт, есть доходная часть, расходная часть. Куда эти деньги тратятся, никто даже не интересуется. Понятное дело, что в этих условиях сложно построить нормальное, так скажем, правовое государство, сложно строить нормальное общество. Когда мы научимся общаться на высоком уровне, когда мы научимся требовать, когда мы научимся проявлять определенную активность, когда у нас пропадет вот это патерналистическое настроение, вот тогда многим, ну, по крайней мере, у нас есть все времена года в Республике Молдова. У нас есть съедобное. И суббота тоже, да? И суббота тоже, да. У нас есть хорошие люди и тому подобное. Есть соответствующие перспективы. Самое главное вот соблюсти вот эти определенные простые вещи. Ну, конечно, это же не план, но, допустим, этот план, но это наша проблема общая. Мы не можем говорить по плану, да? Первый шаг, второй, ну как-то не можем, мы не можем планировать. Да, конечно. Но я думаю, что если говорить про людей, которые уехали, да, и хотят, и могут, и думают обратно возвращаться, я думаю, что для них, как и для нас здесь, в Молдове, важно иметь стабильная экономическая ситуация. И как иметь стабильная экономическая ситуация? Когда у тебя война, да, когда у тебя есть сосед, который, если ты что-то делаешь не так или что-то говоришь не так, может быть, и на тебя обидится, и, может быть, что-то будет делать. И все здесь сидят... Вы про Россию? Конечно, про Россию. Ну, они как бы не наш сосед, да. Ну, да. Но люди говорят, что это наш сосед, да, и вот они сидят на чемодане, и
следят за войну, российскую войну в Украине, да, и если что-то на фронте не так, они свои вещи в чемодан кладут и ждут, и ждут, и ждут. И как инвеститор, как я из Польши буду здесь мой бизнес открывать, или если я не знаю, что будет случиться завтра или после 1 месяца. Нам нужна стабильная ситуация, экономическая ситуация. И я буду, как молдаван, работающий в Германии. То есть вы опять затрагиваете вопрос нейтралитета. Нужно отменить нейтралитет, да? Интегрироваться в НАТО и обеспечить... Нет. Да. Это, кстати, с НАТО тоже интересный вопрос, потому что люди думают, если мы в Европу, да, Евросоюз будем интегрироваться, сразу в НАТО. И у нас есть Explainer Watchdog, да, есть Explainer Watchdog, мы говорим людям, что есть в Евросоюзе есть Австрия, есть Мальта, есть другие страны, да, которые не в НАТО. Это никто не будет... Они думают, что НАТО контролирует Евросоюз, да. И что НАТО говорит, то Евросоюз и делает. И еще один момент, да. если можно. Вот про нейтралитет и про стабильность и про войну, да. У меня есть цитата из моих дискуссий, да, с гагаузами. В общем контексте я спрашиваю их, как вы думаете, насколько надежным, безопасным, стабильным будет положение Молдовы без интеграции в ЕС, да, и с учетом войны. ЕС вы имеете Европейский Союз? Европейский Союз, да. Потому что мы говорим про Европейский Союз, да, и люди говорят, не, мы не должны в Евросоюзе интегрироваться, а что нам остается вообще-то? И вот один человек говорит так, в общем контексте, если мы не уйдем в Европу, то мы в любом случае должны куда-то пойти. Молдова всегда была и будет под чьим-то протекторатом. Это менталитет такой, да, геополитический такой. Либо это будет Европейский Союз, либо Россия. Здесь никто никогда не оставит эту территорию свободной. Это стратегическая и геополитическая территория. Вот вам, вот вопрос, вот. Пожалуйста. Но при этом Европейский Союз боятся, да? Не хотят. Но они не хотят в Евросоюзе, но они думают, что надо что-то выбрать. И вот этот надо что-то выбрать для людей это не очень хорошо, потому что они не хотят выбирать. Они хотят, как было 30 лет. Они хотят, чтобы вы пришли и забрали. Да. Мы не хотим решить за нас. Это проблема. Мы не хотим за нас решать. Да, коротко, потому что здесь Владимир, да. Да, очень много сказано. Я постараюсь кое-что обосновать. Да потому что я много говорю, извините. Но наш профессор очень хорошо раскрыл юридическую сторону. Я ничего такого против не говорю. Для блага общества. Так ведь, Игорь? Именно юридическая сторона, как люди должны ценить друг друга, как строить общество и как жить вместе. Насчет интеграции. Перед тем, как интегрироваться в Европейский Союз, Молдова должна интегрироваться с гагаузами, с болгарами, с украинцами и с русскими, которые живут здесь, в Молдове. Потому что Приднестровье я вижу частью Молдовы и всегда будет Молдовой. Второе. Вот вопрос людей, которые живут в Кишиневе. Вот мы в Гагаузии, и Кишинев знает прекрасно, гагаузы не говорят на румынском языке. Как гагауз будет смотреть новости, которые говорится в Кишиневе, даже не видя субтитры на гагаузском языке? Или на русском? Абсолютно. Даже на русском. Но желательно, если Молдова хочет интегрировать гагаузов в молдавском обществе, в первую очередь гагаузы должны знать свой язык, потом румынский язык. Вот так происходит интеграция. И после этого Молдова, интегрируясь с этим народом, потому что у болгаров есть родина, Болгария. У украинцев есть родина, Украина. У русских есть микрофон родина. Поближе, да, микрофон. Родина в Российской Федерации. Они могут оттуда взять и книги, и культуру, все. У гагаузов этого нет. Поэтому мы должны интегрироваться в молдавское общество. Второе. Насчет экономической обособленности. Вот мы все едем в Кишинев и видим, как Кишинев развивается хорошо, да, потому что все финансы остаются в Кишиневе. Не идут на север, не идут на юг. Я живу в последнее время в Онтарио, провинция в Канаде. Провинция прекрасно знает, что все деньги
бюджет накапливается в Торонто. Но когда человек из Торонто выезжает и едет на север Онтарио, там какой-то маленький городочек, у этого города то же самые условия. Не только главные дороги, а все дороги в этом городе за счет чего это делают? За счет бюджета Торонто. Потому что этот маленький городочек никогда не сможет найти финансы для строительства этого малого города. Поэтому правительство провинции распределяет правильные финансы. А Кишинев этим не занимается. Абсолютно. Я еду в Кишиневе развивается, все прекрасно. Извините, я не ехал на север Молдовы, не знаю как. Но юг абсолютно не развивается. А деньги же поступают в бюджет, те же деньги, которые Молдова зарабатывает, или берут долг, или в кредит, платим все. Потому что мы граждане. Тут важно отреагировать. Да. Вы закончили? Если хотите что-нибудь Нет, я сказать. по поводу последнего заявления. Вот с вами не согласятся представители молдавского правительства, там Министерство труда, соцзащиты, Министерство экономики. А сейчас я вам У них пример дискуссия тут прям в Камрате имела место. И тут есть проблема с осваиваемой, с способностью осваивать деньги. То есть деньги выделяются, но тут... Давайте я сравню вам два колледжа, который еще не построился и который построился. Турецкое государство на деньги народа Турции, который не знает, строит колледж в Гагаузии для того, чтобы гагаузы сохранили свой язык. Министерство образования Молдовы делает заявление, я только читал, я не знаю, что 95% преподавания в этом колледже будет на румынском языке, а 5% даже не используют гагаузский язык. Так как может гагаузы, как могут развиваться? А теперь пример другого колледжа. Австрия строит точно такой же колледж в Кишиневе. Я уже читал про это. Через год они построят. Какое образование, какой язык будет преподавание? Немецкий язык. Почему правительство Молдовы ничего не делает, чтобы 95% этого колледжа говорили на румынском? Я вот здесь должен реагировать, если вы позволите. Я не знаю, как с колледжем в Кишиневе, который строят на деньги австрийского правительства. Но что касается колледжа в Камрате на деньги турецкого правительства, это колледж, это, по-моему, профтехучилище что-то, да, там как бы там будут преподавать IT. Ну так это по договоренности между правительством Республики Молдова и правительством Турции, там будет преподавание на румынском языке. И он как бы не совсем для сохранения гагаузского языка, гагаузской традиции, это для интеграции гагаузов в трудовой, для подготовки специалистов интеграции в рынок труда. Как бы, но с другой стороны, вопрос по бюджету. Если смотреть, то бюджет на душу населения в Гагаузии, он выше, чем бюджет на душу населения во всех других административно-территориальных единицах. Как бы в Гагаузии 12 тысяч лей на душу населения, в том же Кишиневе 8 тысяч лей на душу населения. Просто Кишинев больше, Гагаузия меньше, и в конечном итоге получается в Кишиневе больше, чем в Гагаузии меньше по сравнению с Кишиневом. Но если смотреть другие административно-территориальные единицы, сопоставимые с Гагаузией по количеству населения, по территории, в Гагаузии явное преимущество. В Гагаузии бюджет 1,5 миллиарда лей. И тут я бы вернулся к тому, что сказал господин Янак, что гагаузы не интересуются. Вот примары уже сколько кричат, что Гагаузия, гагаузские села получают из собственных доходов Гагаузии, которых 600 миллионов лей ежегодно. Ни один лей не вкладывается ни в развитие Копчака, ни в развитие Казакли, ни в развитие Чадырлонги. Из гагаузского бюджета имеется в виду из тех 600 миллионов лей, которые собственные доходы Гагаузии. Гагаузия сама их зарабатывает. Они куда-то уходят. Но мы должны говорить, что автономия захвачена. Надо это говорить. Просто захвачена. я почему даю эту ремарку, потому что, чтобы не получилось так, что мы обвиняем только Кишинев. Конечно, Кишиневу тоже предстоит очень многое сделать. И Кишинев не дорабатывает. Я с этим абсолютно согласен. Но есть и другой вопрос. И мы возвращаемся к вопросу, зачем нужна гагаузская автономия, если она есть, и люди позволяют, чтобы она была захвачена такими, как Илон Шор, и ставили сюда таких людей, которые как бы, не умеют управлять.
А это регион ГРТ, вы упомянули, который не работает на сохранение гагаузского языка и информирования. И 600 миллионов лей, извините, это большие, огромные деньги. И они не уходят на развитие наших населенных пунктов. Ни лея абсолютно. И вот этот вопрос, я думаю, который мы должны задавать. Давайте буквально по 1-2 последние ремарки или вопросы, и поэтому, чтобы не затягивать с передачей, если вы хотели отреагировать, есть возможность, давайте, Игорь, Кирилл, давайте вы, потом Дмитрий, да. Я хотел бы немножко, наверное, отклониться чуть от темы. Меня вот как интеграциониста гагаузского интересует немножко, даже не немножко, меня очень сильно интересует судьба и украинских гагаузов. Мы все-таки в одном пакете, скажем так, заходим в Евросоюз с Украиной. И я бы хотел получить вот комментарий от экспертов, потому что в Евросоюзе есть такой интересный механизм, как еврорегионы. То есть как это будет и может ли это у нас как-то имплементироваться вот в плане Гагаузии с теми остатками гагаузов, которые советская власть разделила? У нас есть эта практика, нижний круг. Микрофон. Да, есть еврорегионы. Еврорегионы имеют отдельное финансирование. Это региональное сотрудничество, трансграничное. Напрашивается. Но тут у нас есть эта практика. Молдова участвует в регионе Пруту-Дижос, если я не ошибаюсь. Да, но гагаузы, конкретно гагаузы. То есть это уже когда обе страны станут членами Европейского Союза, можно создавать и выходить. Что любая форма сотрудничества возможна. Это надо говорить и так далее. Тем более, что, повторяю, мы говорим о Европе регионов. Вот почему я уверен в том, что автономии быть, и автономия будет трансформироваться, но это в условиях свободы и свободного выбора. Потому что Европа – это территория субсидиарного управления. Центр делегирует на более нижний уровень еще ниже. Местные власти очень много вопросов решают. И есть альтернатива, которую мы наблюдаем в России. Это вертикаль власти, хотя там все называется федерацией, но там никакой федерацией муниципальными, свободами и не пахнет. Поэтому я думаю, что и эта форма будет возможна. То есть, если отвечая на ваш вопрос. Чисто технически это выглядит следующим образом, да, то есть может быть создан дополнительный регион или новый еврорегион уже после того, как обе страны войдут в Европейский Союз. На уровне Европейского Союза может быть создан вопрос о создании этого нового еврорегиона. Один из вариантов. Но в данном случае обе страны могут уже, и Республика Гагаузия, и, допустим, Одесская область могут интегрироваться в существующие еврорегионы, которые вот Пруту-Дижос, или как он называется, да. И там, в принципе, вместе искать деньги на совместное развитие. Но если посмотреть, уже Европейский Союз вкладывает деньги в развитие дорожной инфраструктуры Республики Молдова. Это речь идет об автодорогах и железных дорогах, которые касаются тоже Южной Бессарабии. Если мы снимем границу между Молдовой и Украиной, что надо было давно сделать, то я думаю, что многие проблемы сами по себе решатся. И туда мы будем есть, они сюда будут есть, и все будет нормально. Да, давайте вы и Владимир, да, потом. Если Что-то, Татьяна, секундочку. Про инвестиции я не совсем согласна с вами. Я не была в Камрате, я последний раз была в 2017 году, да, в доме Шаптишпи, да. В 2017, да. Когда я сейчас в Камрате приехала, так вижу, там есть у вас Кауфланд, дороги очень хорошие вообще-то, из Кишинева до Камрата. У нас на севере такое нет. Так что я думаю, что инвестиций может быть не так много, как бы хотелось, конечно. Мы все хотим побольше, но есть. По чуть-чуть работает. Ну, конечно, если вы живете здесь, вы это не чувствуете. Но если уехать и потом обратно, то чувствуешь, что что-то делается. Если не приезжать 5 лет, то чувствуется. Да, конечно. Вот в Приднестровье то же самое. Там был пример про Приднестровье. Я хочу сказать, что у лицея из Приднестровья, румынских лицеев из Приднестровья, там есть эти путевки на таборах в Румынии или в Европе. Лагеря, детские лагеря, да. А вот на севере у меня нету таких. Вот это другой пример. Я думаю, что конечно, Кишинев, я с вами согласна, Кишинев, конечно, не делает все, как должно делать, но есть некоторые нюансы, есть некоторые преференции, которые они делают для гагаузов, для меньшинства, не так, как нам хотелось. Еще один момент. Да, я, конечно, согласна, что Кишинев не работает, как должны работать, но вот это очень хороший пример евроинтеграции. Мы можем учиться, как
получше работать с нашим меньшинством, да, с русскоязычным, с украинским, и у Италии, у Финляндии мы можем работать вместе, и, может быть, эти страны поучат Кишинева, как получше, как это субтитры делать и так далее, и так далее, и так далее. Еще один момент. Никто не говорил здесь, что есть организация меньшинства в Евросоюзе. И гагаузы могут стать частью этих организаций интернациональных, да, международных в Евросоюзе, и могут работать для их блага. И все. Окей. Владимир, Да, если коротко можно, да. Да, коротко скажу, что да, гагаузы будут, если, конечно, Молдова вступит, если большинство решит, что Молдова хочет в Европейский Союз, я за, конечно, но все зависит от населения Молдовы. Гагаузы просто уникальный народ. Такого нету в мире. Мы должны иметь вот эту автономию здесь, потому что гагузский язык не говорится нигде в мире, только здесь, в Гагаузии. А второе, насчет, вы сказали, насчет автономии. Почему автономия имеется в виду? Вот, не развивается, выбираем таких. А потому что поколения не сделали. Если мы начнем с 1994 года, когда автономия образовалась, если бы гагаузы изучали свой язык, плюс румынский язык, то вот эта интеграция, и сейчас вот вы сказали, почему гагаузы говорят, почему вы это не говорите на молдавском и румынском, этого вопроса бы не было абсолютно. Поэтому поколение не создалось. И этим людям, которые сейчас были 36 лет, они бы говорили на гагаузском. Этого нет. Михаил, один момент. Да. В Евросоюзе 30 с чем-то автономии. Никто не собирает больше. Никто не собирает гагаузской автономии вообще ликвидировать. Никто. Мы это вообще-то уважаем и будем уважать. Это мяч в вашей ограде, как сказать. В вашей части поля. В вашей стороне. Да. Вы знаете, гагаузы жили в Османской империи, жили в Российской империи, жили в СССР и жили в Молдове. И только Молдова... И при румынах жили 30 лет, да, и королевской Румынии. Не в Румынии, а в королевской Румынии. И только Молдова юридически закрепила автономию. Это же, вы знаете, это такой плюс для гагаузов. И вот поэтому, когда один гагауз, которые говорят, а почему там они там изучают румынский, мне просто стыдно. Я даже не могу ответить таким людям. Спасибо, Владимир. Очень коротко и завершаем, потому что да. Не могу не... Вот первая часть вашего там предпоследнего экспозе, когда вы говорили о том, что перед тем, как интегрироваться в Евросоюз, надо нам тут всем интегрироваться. Да. Вот это главная идея, которую я продвигаю 30 лет. Что мы должны... Но она у вас трансформируется, видите, от молдавянизма к уже... Нет, ну это тоже молдавинизм, просто слово надо найти другое. Да, я понял. Мы не советскую Молдову возрождаем и продвигаем, а европейскую Молдову, свободную, новый тип государства, да, который везде все равноправны, все свободны, все счастливы. От гагаузов до молдаван. Вот это очень правильная идея. Вот я сегодня слушал перед тем, как приехать сюда, руководитель этого центра по большой информации, госпожа Ревенко, да? Да. Они там к этой мысли пришли, что главное уязвимое место Молдовы — это раздробленность. И туда бьет Российская Федерация. Она забивает кол. Поэтому это наша главная слабость. Поэтому я полностью с вами согласен. Я думаю, что мы все с этим согласны. Вот план такой — находить общий язык здесь и вместе пахать, работать, вступить в Европейский Союз. Но это нужно делать параллельно, потому что, как вы сказали, чтобы не упустить все, опоздали по всем статьям, да. Надо все делать. Да, коротко. Ну, да, если в заключение, да, я думаю, что будет правильно, если мы отметим, что на самом деле нужен диалог, Алексей правильно подметил. Если будет диалог между институтами власти, если будет диалог между институтами власти и институтами гражданского общества, то поверьте мне, что никаких проблемных вопросов не будет. И на сегодняшний день я считаю, что нет смысла поднимать себе сахар и давление, если будут какие-то вопросы, связанные с модернизацией, реформой и тому подобное. Это естественный процесс, жизнь на месте не стоит. Спасибо большое. Да, поаплодируем друг другу, да. Это была хорошая, важная дискуссия, да, и мы, безусловно, продолжим эти дискуссии. И то, что понял я, и добавлю, безусловно, к тому, что было сказано здесь по поводу раздробленности. Еще один момент, который я наблюдаю в Гагаузии, это
изоляция гагаузского сообщества от обсуждения важных тем. И этим очень активно пользуется российская пропаганда, и она, по большому счету, очень сильно изолирует, способствует изоляции, да, то есть как бы люди не хотят слышать, люди не хотят слушать, да, и с другой стороны, может быть, это в том числе и наша вина, потому что нужно, наверное, идти к людям и там на месте, на местах с людьми вместе эти вопросы обсуждать, для того, чтобы у людей было меньше фобий, меньше страхов, как бы, да, и обсуждение, может быть, как бы развеет абсолютно все страхи, все фобии, которые существуют. Поэтому мы продолжим это делать. Спасибо вам, что были с нами сегодня в этом эфире. Увидимся в следующем выпуске Ноктофорум. До свидания.